Домашнее мыловарение приобретает все больше популярность. И это понятно, ведь изготовление мыла своими руками – это необычайно интересный и выгодный процесс, который быстро затягивает и превращается в любимое хобби. Меня зовут Альфия, а помогает мне сегодня Полина. Привет! А пригласили мы Полину не зря, она заинтриговала нас своими идеями и поделками. Для меня это был большой сюрприз. Я обожаю эту передачу, не пропускаю ни один выпуск. Девочки, и вы можете попасть на передачу «Зеркальце». Отправляйте свои креативные идеи в нашу группу. Сегодняшний выпуск обещает быть очень увлекательным и интересным. Ведь сегодня вы попадете на мастер-класс по изготовлению домашнего мыла. А поможет нам в этом Оксана, мыловар со стажем. Привет! Я с радостью приняла ваше приглашение и поделюсь своими секретами. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Девочки, я вижу здесь много интересного. Оксана, расскажите, что это? А здесь все, что может нам понадобиться для того, чтобы сделать красивое и ароматное мыло. Прежде всего, это мыльная основа. Ого, а где это взять? Это можно купить в специализированных магазинах. Есть в Уфе магазины для мыловаров. А это, я понимаю, формы для мыла. Да, они бывают разные. Они могут быть силиконовые, они могут быть вот такие пластиковые. Силиконовые на самом деле удобнее. Из них очень легко мыло извлекается. А это что за пузырек? А еще я принесла с собой масла. В мыло идут жирные масла, они дополнительно ухаживают за кожей. Еще можно добавлять в мыло эфирные масла. А как мы придадим цвет мылу? Для этого принесла с собой красители. Они специальные, они подходят для использования их в косметике. А еще у меня есть перламутры. Они придают мылу блеск, и их тоже можно класть. Очень интересно. Предлагаю начать работу. Мы берем основу и нарезаем ее мелкими кусочками. А что мы делаем дальше с основой? Нам понадобится микроволновка. В микроволновке мы будем нашу основу топить. А на сколько минут? Как правило, это зависит от того, какое количество основы мы используем. Бывает от 30 секунд до 1 минуты хватает. Ты справишься? Да, конечно. А вы знаете, что мыловарение – это одна из древнейших традиций. Она появилась несколько тысяч лет назад. И пока наше мыло плавится, мы послушаем наш сундучок-всезнайку. Мылом человечество пользовалось с незапамятных времен. История мыловарения насчитывает по меньшей мере 6000 лет. Во времена Гомера мыло еще было неизвестным. Древние греки очищали тело песком, особенно мелким, привезенным с берегов Нила. Древние египтяне умывали с помощью пасты из пчелиного воска, растворенной в воде. Длительное время для мытья употребляли древесную золу. Мыло долгое время было предметом роскоши и ценилось наряду с дорогими лекарствами и зельями, но даже зажиточные люди не могли себе позволить стирать им белье. Для этого использовали разные глины, растения. В 15 веке в Италии начали впервые выпускать твердое мыло промышленным путем. При этом жиры соединялись не с золой, а с природной кальцинированной содой. Это значительно снизило себестоимость мыла, а следовательно перевело его из ряда ремесленного производства в мануфактурное. В начале 20-го столетия многие покупатели с удовольствием покупали мыло, которое не тонет в воде. Оно хорошо держалось на плаву за счет воздушной полости внутри мыльного куска. В настоящее время промышленное производство мыла налажено всюду. Наше мыло расплавилось. Теперь нам сюда надо добавить несколько капель масла, краситель, который нам нравится. Давай возьмем малиновый. Хорошо, это замечательный цвет. Мы сделаем малиновые сердечки и цветочек. Для девочек подойдет цветочный или фруктовый запах. Я согласна. Размешиваем тщательно, чтобы у нас цвет хорошо разошелся по мылу. Теперь берем наши подготовленные формочки. Это у нас сердечки и цветочек. Мыло разливаем по формочкам. Теперь надо дать нашему мылу засохнуть. А мыло долго застывает? Да, надо будет набраться терпения, потому что мыло застывает не менее получаса. Не будем терять времени и посмотрим мастер-класс о прическах.
можно сделать варианты? Все зависит от вашей фантазии. В мыло можно добавить молотый кофе, сухие лепестки. Тогда получится мыло-скраб. Девочки, наше мыло готово. Достанем его из формочки. А можно я его достану? Конечно. Какое оно аппетитное, девчонки. Все, это мое хобби. Да, мне тоже очень нравится. Не терпится прийти домой и сделать то же самое. Спасибо, Оксана, за мастер-класс. Пожалуйста. Пока, девчонки. До новых встреч.